5-й день путешествия начинается. Посмотрите, в каком месте я ночевал. Просто сказка. Всю ночь ливень шел, то дождь обычный, ну то есть палатка вовсю стояла и ветром ее качало. И вот смотрите, сколько воды зашло с одной, с другой стороны. Тут вот щель есть небольшая, через нее все закапывало. Ну что, ребят, такие дела. Собрался за час. Сейчас вот эти еще вещи упаковать. И все. Буду потихоньку наверх подниматься, палатку собрать. Ну, чуть-чуть осталось, в общем. Ой, как приятно быть снова на коне. Да. Дождь, конечно, внес значительный корректив во всем. Еще раз показываю прогулочную зону, как здесь сделали. Рыбная слобода, и все на этом, в общем, построено. Тут даже какие-то фигурки есть, суда там и так далее. 95 лет, ага. Ну, не такой уж и старинный поселок. Блин, поливает. О, видите, они еще крутятся под ветром. Ротан, щука, жеры, аллея, посвященная рыбам основным. Ёшкин ты кот. Вон гостиница, куда меня хотели заселить полицейские вчера. Называется Аяс. Круглосуточная. Суши роллы, суши пицца. Тут вот старинные дома везде. Именно в этой части. Я все вспоминаю Урал, как я в августе, можно сказать, 30 километров тонул под дождем. 3-й раз уже начался дождь. За каких-то 20 минут. Он, походу, тут так всегда идет. Из-за близости Камы влаги больше, и как результат вот осадки более обильные. Все-таки я заеду в кафешку. Сейчас наберу сил. Пусть займет это время, но все равно. Уже во второй захожу, там вот такие интерьеры. Ну, для банкетов, видимо, делают. И вот такой ассортимент. Надо что-то, может быть, из рыбы взять. Вот такую вот вещь нашел в рыбной слободе. Буратино. Кама плюс. Прямо вот здесь в рыбной слободе сами разливают. Ну и вот такая вот столовская еда. Сейчас попробуем. Очень вкусно должно быть. Да, вкус детства. Итак, аллея Победы, я бы так это назвал. По рельеф труженикам тыла в рыбной слободе. Пограничный столб. 2 гаубицы. Пушки огромные просто. Населенный пункт, куда хочется заезжать, заходить. Вот Тетюши, Апастово. Тут тоже свой дом чая есть. В рыбной слободе, похоже, особо шаурмы нет. Чак-чака тоже своего не производят, но ничего.
приезжать сюда нужно ради кармы, ради отличных людей. Петьки еду, до них 5 километров. Янчикова тоже поеду. Котлы Бухаш не поеду. Вот сейчас поворот будет. Блин. Точнее прямо. Поворот это на Котлы. Что-то там такое. Смотрите, какой вид снова открывается. Пока спуск. Вон я уже остановку вижу, и с левой стороны населенка. Поднялся. Сейчас опять спуск. Еще один подъем, впереди бугор. Потом, говорят, вроде норм будет. Дождик накрапывает. Название интересное. Бетки по-татарски, по-русски Петьки. И так звучит норм. Сейчас посмотрим, что за село. Что я могу сказать про Бетьки? Ничего не могу сказать, кроме того, что прикольное название. Интернет здесь плохой, не могу посмотреть. Но вижу, что обычная застройка такая сельская, времен Советского Союза. Ничего здесь старинного на первый взгляд вообще нет. Едем дальше. Тебе и Петьки закончились, и дорога закончилась нормальная. Ну, хотя грейдер, почему нормальная дорога. Малый Атмос. Как Арзамас. Тут какую-то дорогу он выстраивает. Но асфальта нет. Вот еще одно село, которое Янчикова, по-моему, называется. Тоже в низине вдалеке Петька стоит. Там тоже вон видно, что сельское хозяйство, да и только. Ни церкви, ничего нет, то есть это все чисто советская тема. Янчикова. Поселок в Слободском районе. Не такой большой по населению, в районе 70-80 жителей. Известен с времен 1548-49 годов под разными названиями, в том числе Дютили, как-то так. Здесь проживают татары, то есть чисто татарское население. Была мечеть, медресе, сейчас этого ничего нет. То есть сейчас вот называется сельское хозяйство с советского периода. Вон коней выращивают, полеводство и так далее. Находится, кстати, тоже вдоль реки Бетька. Да, похоже, пешком придется идти. Тут все залило тоже. Может быть, вот по этой траве только грязь. Все заполонило. Невозможно. Ну, попробовать. Где-то нормально вроде. Не было приключений. Все полевые дороги в такой грязи. Вот так вот приходится ее убирать. И пешком, естественно, идти. Еще километров 7. Вот он, мой пэт-байк. Фет-байк. Смотрите, как оно. Попал я в трясину. Попытаюсь через нее пробираться. Сейчас сниму рюкзак, надену на себя. И велик, я думаю, покатится. Он не тяжелый. Его можно будет отряхать и гнать. Иду вот в таком вот состоянии уже. Смотрите, сколько грязи. Но вроде пошло облегчение. То ли подсохло, то ли вот песок пошел. Я сейчас шел, грязь на ноги вообще не налипала. Дай бог. Ну, это челлендж, это вызов. Надо сделать. Раз прочертил тут маршрут, доехал сюда, блин, считай 15. Куда теперь деваться? Назад 15.
Не. Ведь во. Все грязное. Во. Ну ничего, я держусь. Поднялся уже, в самый раз забрался. Тут более-менее сухо уже стало. Может быть, почва другая. Может быть, не знаю, 6 километров осталось до цели, потом еще 2. Но сейчас, возможно, на спуск я до леса дойду и поеду даже. Потому что есть возможность. Хотя бы со скоростью 5-6 за час вот до того поселка, селения Баситова, по-моему, добраться надо. Уф. Несмотря ни на что, жизнь прекрасна. Вот уже до леска дошел. О, смотрите, какая мрака заходит. Сейчас его очень долго и сильно будет поливать. Мне еще 5 километров. Ой, не знаю. Я не знаю, как это описать. Но это полная жесть. Смотрите, какие облака, молнии. Я вот не могу дойти до укрытия. Велосипед на месте стоит и все. О, сейчас как совершенно дорахнет. Еще раз. Я надеюсь, он не затяжной, он сейчас быстро пройдет и все. Ух ты. Ну да, надо прятаться 100%. На меня надвигается. О, посмотрите, где я. Вот где я. Как это называется? Блин, испытывает меня в этот раз поход во все стороны. Сейчас вот спрятался в кустах, накинул дождевики, чтоб вещи не мокли, чтоб сам не мог. Вроде согрелся, одежда мокрая, снял вон. Блин. Ну что, надо ждать, пока все закончится. Как будто, блин, и ничего не было. Солнце, птички поют. А я все упашу по этой грязи. Ну сейчас на вот эту траву зеленую вышел мураву и вроде нормально. Не знаю, спуск еще пошел. Где-то километра 3,5 осталось до деревни. Наконец я добрался в Байтеряково. Часов 7 сюда шел. Следующая деревня Носово, но я не знаю. Сил вообще нет. Перепады вроде не сильные. Смотрю, тут и асфальт сухой, более-менее, речка там. О, всем добрый вечер. Вот, можно сказать, 6-й день начинается.